Температура 23 градуса. 23. Застой! Соседка с пустым ведром. Посмотрим, как нам повезет сегодня. Поедем на рыбалку. Вот теперь всем привет, ребят. Снова мы на реке, на рыбалку приехали, на буране, как многие ждали, просили, почему я не езжу на буране. Ну, в мороз я не выезжаю на буране, и сейчас вот решил. Да и
наледи вроде как на льду нету. Буран как-то как будто троит. Или свеча что-то, или карбюратор, или же магнито. Но магнито не должно. Наверное, все-таки свеча может быть. Или же слишком богатое что-то в карбюратор попал. Пухляк такой крутит. Ну, с перебоями работает. Ну вот сейчас я дал жару здесь от поворота, газовал. Нормально ехала, очень даже неплохо. Ну, обороты набирает легко. Но там вот что-то, ну, пока не могу знать. Посмотрю сперва искру, а там может и дальше какая причина. Вот. Ну, как обычно, это здесь уже 2 раза мы рыбачили. И сегодня также я здесь попробую порыбачить. Кого-то поймаем или нет. И посмотрим, какой улов будет сегодня. С утра, как и говорил, соседка была с пустым ведром. Это знак такой, что может быть, мы останемся без улова. А может быть и наоборот повезет. В 2 словах хочу рассказать про мой багажник, кто еще не видел. Вот смотрите, как все это сделано. Как я делал, это у меня есть тоже видео. И вон, вмещается ящик, палатка, ледобур. Хоть что угодно еще сюда можно ставить. Нигде не выпирает, если присмотреться. Вон. Уже урана снегохода. Если лобовое стекло влезает, и этот ящик лежит. Потому что на 5 сантиметров уже бурана. Очень даже неплохо. Обшил жестью тонкой. Каркас сделал из профиля 15 на 15 миллиметров. И не надо никакой волокуши, ничего. Все влезает. Можно сюда еще гору вещи наложить. Так, первое, что я сделаю, это взглянем, что там под водой. Где, откуда течение. Пока в данный момент я никого не вижу. Это выше. Это получается ниже. Если не ошибаюсь, вот так, наверное. Это, наверное, низ получается. Так, пока тишина, между прочим. Ни одной рыбы я не вижу. Вообще ни одной. Хотя прикормка уже минут 15-20 уже. Там стоит. Рыбы не видать сегодня. Что за монстр там-то появился? Что-то не понял. А, даже клюет у меня, ёпта. Сразу не понял, ребята, какая-то рыбина вообще... А, возле мормышки там. Так как глазище я вижу. Он клюет. О, блин. Я чувствовал его. Ну, понятно, значит, еще чуть-чуть надо повернуть. Вот так примерно. И все. Я вижу мормышку. И рыбина там одна уже есть. Вообще великолепно. Вообще великолепно. Только вот непонятно, какая рыба. Это был не елец. Не то ёрш. Не то еще кто-то. Угу, ждем. Ага, поклевка. Так и думал, это ёрш. Ё-моё. Как и прошлый раз, первая рыба, первый ёрш. Глазища какие-то они вообще уже ярко блестят. Ну, первая рыбина. Сопливый ёрш. Есть они, ребят. И даже немало. Сейчас я прикормку дернул, там муть пошла. Но я видел, 2 штуки ельца было. Это малая часть того, что я вижу. Вон опять, вон. Видел я его. Вон он тоже стоит. Не крупные, правда, но... Чё, они есть. Просто придется ждать. Клёв вообще мялый. Есть он, наверное. Вот он, первый ельчик попал. Вот. Первый елец.
На желтую мормышку взял. На красный опарыш, желтая мормышка. Сейчас не поленюсь я, а пойду жерлицу поставлю. Там посмотрим, попадет кто или нет. Ну вот. Поклевка, ребят, пока возился с этим жерлицами, хотел еще обогрев включить, но 100% уже рыба есть, подошла. Хочу погреться, руки замерзли. Газ тоже замерз. Поклевки вон я вижу. И на желтую мормышку, между прочим, что я показывал в прошлый раз, есть ёрш. Это сюрприз. Ну, пока будем брать. Будем брать на донки, на первую избу уже наберем, на налима закинем. Может, что-нибудь попадет, половим там. Вообще не думал, что могу зажечь его. Ну, на ладан дышит. Вообще все. Жизнь как холодно. Одубело все. Очень надеюсь, что нагреется этот газ. Но если начнет, ну, он сам себе будет греть, в принципе. Сейчас посмотрим. О, тишина, никого. Вот и все делишки сегодня. Делишки не очень. Вроде жерлиц что-то сработало или что-то. Но не крутится ничего. Сам по себе, наверное, сработало. Сам по себе. Там что-то поклевка тоже. Блин. Все как-то спонтанно получилось, ребят. Включал камеру. И такая поклевка. Ага. Я кадры такие пропустил, ребят. Глазище бы вы видели у этой рыбы. Опарыш наживлял я. А там рыба подошла. Вообще в упор к камере, в упор. Прям. Ага, есть контакт. Есть. О, бля. Опять сорвался. Вот ты смотри как, а. Только за опарыш берет еще. Сегодня 20 января, получается. 20 января и 9 часов 12 минут сейчас. Для интереса я недавно скачал приложение прогноз клёва. Это, ребят, в Play Market я закачал. Там очень много этих приложений. И вот сейчас мне любопытно, посмотрю. Показывает 19 градусов у нас. Не вчера, Республика Коми. 19 градусов. Не знаю, вот так видно, не видно вам. Так, ну вот. Так, 12 часов. Одна шкала рыбы. Я выбрал ельца. 3 часа 2 шкалы. И 6 часов. Это уже получается 6 часов. Так, 18 часов
18 час. Так, подождите. Тут у нас два варианта какие-то вот. Так. 15 часов здесь одна. 12. 9 часов одна шкала. Вот тут я вижу. Одна. 9. Потом 12 часов одна шкала. 15 часов одна шкала рыбины. 18 часов вечера 2 шкалы. 21 часов 2 шкалы тоже показывает. Я выбрал ельцов. Можно выбрать любую рыбу. Любую. Так, интернета что ли тут нема? Или что вообще происходит тут? Так, что вообще происходит тут? Вот она. Я не туда нажимаю, ребят. Можно сейчас еще для интереса щуку посмотрю. Где он? Вон она, щука. Вот, щуку я выбрал. Также показывает, что 12 часов у него 2 шкалы. Вообще без клёвья показывает. Вообще, вот 12 часов только жор. 2 шкалы. Клёв вялый. Ну, кому интересно. Это я скачал в Play Market. Вот сегодня вот Ельцов показывает, что клёв минимальный. Так. Мне самое главное елец интересен. Вот. Так. Получается 3, 6, 9, одна шкала. До вечера клёва практически нету. Ну, этому тоже я не особо доверяю. Также, ребят, приложение есть еще у меня в этом навигаторе Etrix 20. Там тоже рыбалка, охота. Короче, есть приложение. Это уже встроенное. Это у Гармина там в навигаторе есть. И один раз я, в общем, закидывал сетки. И... О, бля, такая поклевка, ребят. Такая поклевочка. Закидывал сетки, и я поймал очень много щуки. Окунь, щука, очень много попалось. Сразу же посмотрел, и там в навигаторе было написано хороший клев. Или отличный клев, или хороший клев. Действительно, это такое совпадение. Я столько рыбы поймал. Очень много, поверьте. И после этого, вот еще поклевка. После этого чуть-чуть стал вот подглядывать на эти состояние клёва в навигаторе, но особо так я не верю, что вот этим приложением это там, наверное, как гороскоп гадают, что-то пишут, а в реальности вообще. Ну, сегодня такой и прогноз там, или что-то, и прогноз там показывает, что клев минимальный, и вот результат тоже минимальный пока. Огонь не разгорелась, греет хорошо. На минимальном там поставил там, ну, сам себе он греет баллон. Вообще класс. Пока не мерзну, сейчас попью чаек. Опять подошел он. Ага. Пугаю я его, блин. Неудачно удочку дернул. Вообще. Гибель сегодня. Это не клево, это, ну, одно расстройство, одним словом. Подходит, пару раз тыкнет и уходит. Вон, опять вон. Когда берет, так он берет. А не балуется, как этот. Сегодня таких средних размеров рыба. Крупные пока не подошли, не знаю, вряд ли подойдут. Ох, хитро как он клюет. Есть покрупнее. Покрупнее. Это уже на жаркое пойдет. Хороший. Сразу же моментально очередная поклевка. Поменял опарыш. Тоже на желтый он.
И на повороте вот там палатка, возле палатки я сейчас рядом проезжал. Там тоже девушка каждый раз рыбачит. И он тоже, она мне говорила, что на желтую мормышку тоже берет. Я не знаю, в чем причина, почему так. Именно желтую мормышку любят. А эта мормышка не заработала. Это какая-то вот интересную мормышку я прикупил. Сейчас, наверное, сразу поменяю. Не буду тянуть. Надо пробовать другой мормышкой. Это новая мормышка. Сейчас в городе был, я купил. Тоже очень мелкая. Такая вот желтая с глазиком такой. На дробинку тоже похоже. Ну, пока не работает. Может, сегодня он не работает, может, другой раз будет работать. Вот такая белая. Тоже очень маленькая. Цвет белый. Глянем, он заработает или нет. Ага. Блин, а. Могила. Ой, могила лет. Опа, полетела палатка у меня. Палатка полетела, ребят. Поднимается ветер. И все, начало мне шатать. Глянем. Кто-то живой там есть, нету. А, вижу, рыба есть. Подходит. И крупный, между прочим. Мимо прошла. Очень крупная рыба прошла. Он там клюет у меня. Что-то повернулась камера или что? Я мормышки не вижу. Так, поклевка была. Вон еще вижу рыбу. Так. Там несколько штук вроде как. Вон прямо к камере подходит. Вон. Все выше идут. Все идут выше. Один за другим. Надо найти мне мормышку. Вон опять, видите, 2 штуки их. Может, поклевка будет. Да. Рыба-то есть. Вот снег пошел, и рыба начала более-менее активнее. Так, вон он. Видите? О, поклевочка у меня, ребят. Поклевочка была. Дернут и уходят. Ладно, пока на кивок буду смотреть. Полчаса уже. Полный штиль. Полное бесклевье. Ни одного подхода. Включал камеру. Посмотрел. Ни одной рыбы там нету. Может быть, чуть дальше и стоят. Но на камеру. Возле камеры никто не крутится. Знаете, вот камера стоит от мормышки. Ну, от силы там 50 сантиметров. Я не вижу мормышку. Сегодня, как ни странно, и вода такая мутная, что ли. Какая-то не светлая. Мормышку не видно. Не знаю, все это с чем связано, но пока без клёвья. Почему там вода совсем другая, мутноватая. Вот. Так и сижу. Думаю, бесполезно сидеть. Ни одной рыбины я не вижу. Сейчас я соберусь и поеду домой. Тут, ну, в течение часа уже никто, даже ни один подход.
куда-то рыба в другое место ушла. Не, все, шабаш. Другое дело, когда ты сидишь и, скажем, рыба стоит, но не берет, какая-то надежда есть ждать. Ну и газ у меня заканчивается. Сейчас тепло закончится, тут долго не посидишь. Здесь у меня вот палатка, это 1,5 на 1,5. Ну, вот здесь 1,5, конечно, нету. Внутри там 1,20 на 1,20. Честно, маловато. Для рыбалки, скажем, ну, мы даже умудрялись тут вдвоем сидеть с детьми, там, иногда бывает с Денисом, бывало там с Никитой рыбачил вместе, там, параллельно сядем и рыбачим. Так сказать, все равно, когда вещей много, видеокамера туда-сюда, конечно же, полметра еще, чтобы было больше места, чтобы установить камеру как-то на штатив, что ли, чтобы снимать. Но у меня, ну, сегодня крепление на голову там снимал, показывал. Вот. Ну, ладно, вот такая рыбалка у нас. Бывает всяко разная рыбалка, когда густо, когда пусто. Так, камеру тоже выключаем. Так, обогреватель тоже выключаем, пусть остывает. Пусть остывает это все дело. Так. Ну, что у нас сегодня? Какая рыбина попалась сейчас? Это уже тоже средних размеров, 3 получается. О, 4. Еще в земле 5. Столько рыбы, оказывается, я поймал. 5. И 2 ерша, наверное. Так. Где-то еще должен быть ерш. Ну вот. Еще живой. Так, 3, 4, 5 ельцов и 2 ерша. Все, больше нету. Бесполезно искать. Вот такой улов. 5 ельцов таких. Это средние размеры. Бывает меньше, бывает намного крупнее. Вот такой длины бывают они. Толстые, жирные и с красными плавниками. Это уже крупные ельцы. А это средних размеров. Ну вот. В принципе, 10 не набрал даже сегодня. Что влияет на поклевки, я не знаю. Ну, жерлицы также не сработали. Я это ожидал. Редко, когда так на рыбалке жерлицы срабатывают. Ребят, хорошо, что я в сторону не отъехал. Потому что сейчас по тропинке вот приехала, здесь вообще наледь, блядь. Очень большой. Вон, вода. Где-то вот так примерно воды на льду. Можно и застрять легко. Сейчас заведу я буран. Пусть греется пока. Всегда с собой береста. Вон, смотрите, это розжига костра или еще. Так, ну, посмотрим. Блять, все. Замерзла, блядь. Все замерзла. Фу, блядь. Чё так он замерз? Вообще не могу дернуть. Не знаю, что случилось. Не то замерзло все, не то еще какая-то причина. Первый раз такое, бля. Вроде не так холодно, но стартер ни хрена не идет. Вот смотри, пиздец.
Может, со стартером что-то не то. Сейчас откручу, гляну. Возможно, что трос как-то друг на друга запутаться может там и еще. Стартер, все нормально. Что за хуйня такая, блядь? Так. Что-то другая причина. Так. Смотри, двигатель как будто сейчас пиздец, хана. Что случилось, не могу понять. Стартер работает. Может, вариатор где-то. Нет? Что-то не то. Где-то что-то клинит. Тут и ломаться-то нечего. Не, что-то случилось, Бурана. Где-то что-то случилось. Капитально случилось. Интересно, вообще интересно. Вот это да. Ёб твою мать. Ребят, это же, блядь, как я понял, это вентиляция замерзла. Вентиляция. Причина-то вон там. Сейчас-то, наверное, заведется с полоборота. Я думал, двигатель заклинил. Но от чего может заклинить? У меня смазка, все нормально. А этот вентиляция, вон, вентилятор. Не вентиляция, вентилятор. Замерз, просто тупо замерз. Вот как-то обледенело еще там, конденсат. Пока вот сейчас сюда ехали, вот везде льдинками. И хорошо, что я... Вода поднимается. Все крутится, да. Ничего не случилось. Блин, панику уже начал поднимать. Так, все заведется, сейчас поедем. Такие делишки может быть, ребят. Все в крови, ребят. Все в крови.
Вон. Ёрш, блин, проткнул палец. Кровь ручьем течет. Вообще непонятно, что случилось. Куда он попал, воткнул, блин. Так, сейчас заведем. Сейчас заведем. Ну все, спасибо, река. До следующей рыбалки. Сейчас мы поедем домой. Если тронется, там сейчас замерзло. Маленькие. Ну вот мы и дома. Сегодня буду заканчивать. В следующий раз я небольшое ТО сделаю на буране. Свечу поменяю. Троит. Конкретно троит. Пока обороты не набирает, троит. На холостом четко работает. А на средних оборотах троит. Думаю, все-таки это свеча. Все-таки будет снег. Не заканчивается. Такая вот погода. Ну ладно, ребят, все, всем пока, до новых встреч, до новых видео. Спасибо, что досмотрели очередной фильм.